Зимние праздники, пора многочисленных застолий. Острые калорийные блюда из ореха, копченое мясо, сладкая выпечка. После такого праздника порой сложно прийти в форму. Чтобы избавиться от лишних килограммов, многие начинают истязать себя жесткими диетами. Однако, по словам диетологов, самым правильным решением будет плавно вернуться к привычному рациону. Не стоит делать каких-то резких перемен, да, то есть чтобы не было, скажем так, резкого выхода в голод, потому что многие просто прекращают прием пищи там, на какой-то период времени, на весь день, делают что-то типа разгрузок себе. Я бы не рекомендовала бы так резко убирать всю пищу из рациона, то есть плавно перейти в обычный, привычный для вас режим. Я бы не рекомендовала бы пить сладкие напитки, компоты, соки, газировки, то есть все то, что внесет в себе нагрузку, скажем так, на поджелудочную железу в том числе. Вот. Побольше воды, побольше травяных чаев и поменьше продуктов типа полуфабрикатов, там колбасные изделия, сосиски, там, пельмени какие-то, да, вареники, ну и в принципе, да, стараться вообще кушать больше натуральные продукты. Чтобы разгрузить организм, многие переходят исключительно на фрукты. Однако не нужно забывать о том, что фрукты тоже содержат сахар. Мы с фруктами очень-очень осторожно. Лучше делать акцент на овощах зеленого цвета предпочтительно, зелень, жидкость в большом количестве. Приемов пищи должно быть 3, причем надо понимать, что многие воспринимают прием пищи, это вот съел там первое, съел второе, запил все это компотом. Нет, для нашего организма немножко по-другому. Хотелось бы, чтобы эти 3 приема пищи были полноценны в плане питательности своей, да? Чтобы это был обязательно белок, чтобы это была обязательно клетчатка в виде там овощей, зелени, да, и чтобы это были обязательно какие-то правильные жиры в виде там того же самого хорошего оливкового масла, либо просто оливки маслины, качественная рыба, возможно, морепродукты какие-то. Чтобы привести себя в форму, недостаточно просто наладить питание. Также не стоит забывать о спорте. Для одних будет достаточно прогулок на свежем воздухе, другим потребуются более серьезные физические нагрузки. Прогулки на свежем воздухе очень хорошо благоприятствуют сжиганию жира, то есть такая неспешная ходьба, то есть в течение часа-полутора она очень хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, на сжигание жира в том числе. Поэтому не противопоказано, наоборот показано, хотя бы, можно даже 2 раза в день. Утром часик и вечером часик. И это поможет как-то немного вернуться в ритм, то есть уйти от праздников, вернуться в какие-то уже трудовые будни. Не нужно сразу, отъевшись через час, приходить в тренажерный зал, но немного восстановившись, отдышавшись, прийти. Силовые тренировки очень будут полезны, потому что энергии будет много, сил будет много, и большая часть энергии, съеденная во время за праздничным столом, будет использована в нужном русле, то есть для построения новых мышц. Есть несколько простых упражнений, которые помогут разбудить организм и привести себя в форму. Это отжимания, подтягивания и приседания. Можно выполнять по 10-12 повторений 3-4 подходов. В целом, по словам специалистов, прийти в форму можно за пару недель. Правильное питание и регулярные физические нагрузки помогут не только снизить вес, но и быть в тонусе. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.